Второй день визита полпреда Сергея Меликова в Северную Осетию начался с посещения Северо-Остинского госуниверситета. Чиновнику показали спортивные залы, в которых тренируются борцы и волейболисты. О развитии образовательных технологий рассказали в инновационной лаборатории. Затем полпред осмотрел музей древности Алании. Там представлены экспонаты средневековых культур. Это индоевропейцы. И даже точнее, это предки индоиранских народов. Поэтому мы их отчитываем этническую, только этническую, культурную историю Осетии, начиная со средней бронзы, когда на предшественниках осетинского языка уже начинали здесь говорить. В СУГУ Сергей Меликов провел встречу с общественностью республики. Перед тем, как ответить на вопросы, полпред обратился к журналистам с просьбой доносить информацию достоверно. Он отметил, что некоторые публикации граничат с хамством. Такое заявление связано с его прошлым визитом в Северную Осетию. Тогда в ряде СМИ, по мнению Сергея Меликова, была дана необъективная оценка по итогам его поездки. Мне, на самом деле, после прошлой встречи очень неприятно было потом читать в блогах различных. Очень, на самом деле, скажу правду, противно было давать какую-то оценку тому, что вы потом написали и обсудили где-то в каких-то статьях, где вы начали рассказывать какие-то вещи о каких-то непонятных шашлыках, превратив шутку, которой с вами поделился этот уважаемый человек, в какую-то банальную тему для обсуждения. Мне бы не хотелось, чтобы из слов полномочного представителя, на всякий случай, президента Российской Федерации, выдергивались отдельные фразы и потом становились поводом для обсуждения. Вопросы Меликову задавали самые разные. Общественность высказалась за повышение статуса и авторитета учителя. Полпред подчеркнул, что для начала надо привлечь к ответственности тех, кто этот авторитет подорвал. Говорили о туризме. Меликов отметил, что никто на курорте Мамисон крест не ставит. Однако сейчас все силы брошены на строительство туристических комплексов Архыз и Эльбрус. Также Сергей Меликов заявил, что, побывав на заводе «Электроцинк», убедился, вредных выбросов он не производит. Завод нужен городу, завод нужен республике. Поэтому я хотел бы попросить всю вот эту полемику, все вещи, которые на сегодняшний день совершенно необоснованно, снять и больше о них не говорить. Это абсолютно деструктивная позиция тех людей, которые в том числе пытаются расшатать ситуацию и использовать ситуацию вот с этим электроцинком как повод для создания определенных прецедентов и протестных акций. Итоги двухдневного визита Сергея Меликова подвели на расширенном заседании в правительстве Северной Осетии. В нем приняли участие главы северокавказских регионов. В основном шла речь о развитии агропромышленного комплекса и производства на уровне Северокавказского федерального округа. Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что сейчас основная задача – это развитие программы по импортозамещению. Далее обсуждение продолжилось в закрытом формате. Елена Черенкова, Ацамас Кочиев, Осетия ТВ.